На канале Абхазского телевидения вы смотрите информационный выпуск Камшикшара. Здравствуйте. Президент Абхазии Рауль Хаджимба утвердил новую структуру Кабинета министров. Согласно указу, Министерство по репатриации переименовано в Министерство демографии и репатриации Республики Абхазия. Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия в Министерство культуры Республики Абхазия. А Министерство образования и науки переименовано в Министерство просвещения Республики Абхазия. Кроме того, два министерства реорганизованы в комитеты. Министерство сельского хозяйства реорганизовано в Государственный комитет Республики Абхазия по сельскому хозяйству, а Министерство по курортам и туризму в Государственный комитет Республики Абхазия по курортам и туризму. Путем слияния Министерства здравоохранения и Министерства труда, занятости и социального обеспечения образовано Министерство здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия, которое также в соответствии с указом президента объединило в себе следующие госучреждения: Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и охраны труда, Фонд обязательного медицинского страхования, Государственный внебюджетный фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, Дорожный фонд. Также путем слияния Госкомитета по молодежной политике и Госкомитета по физкультуре и спорту образован Государственный комитет по делам молодежи и спорту. Путем слияния Госуправления связи и массовых коммуникаций, Госуправления по транспорту и службы госнадзора за деятельностью в области связи образовано Государственное управление Республики Абхазия по энергетике, транспорту и связи. Государственный комитет по строительству и архитектуре реорганизован в Государственное управление Республики Абхазия по архитектуре, градостроительству и жилищно-коммунальному хозяйству, а Управление госстатистики реорганизовано в Государственный комитет Республики Абхазия по статистике. Кабинету министров поручено оптимизировать общую штатную численность центральных органов госуправления в срок до 1 января 2020 года, без учета общей штатной численности Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Министерства по налогам и сборам и Государственной миграционной службы Республики Абхазия. Рауль Хаджимба подписал указ о назначении руководителем аппарата Кабинета министров Давида Сангулия. Кроме того, указом президента первым вице-премьером правительства Абхазии назначен Даур Аршба. Указами главы государства министром обороны назначен Мираб Кишмария, министром иностранных дел Даур Кове, министром внутренних дел Гари Аршба, председателем Государственного таможенного комитета назначен Гурам Инапшба. В понедельник утром состоялось очередное заседание Кабинета министров Абхазии. Ключевым вопросом обсуждения стал проект закона о республиканском бюджете на 2020 год. Также в ходе заседания на рассмотрение членов правительства были представлены проекты бюджетов государственных внебюджетных фондов. Повестка дня включала в себя 9 вопросов. Подробности в репортаже Амелии Бисмарк. Доходы государственного бюджета Республики Абхазия в 2020 году должны составить 10 миллиардов 257 миллионов рублей, а расходы 10 миллиардов 510 миллионов. При этом государственный бюджет по сравнению с прошлым годом увеличится по собственным доходам. В 2020 году прогнозируемое увеличение собственных доходов государственного бюджета Республики Абхазия составит 119 миллионов рублей, что на 119 миллионов рублей больше по сравнению с 2019 годом. Если говорить об основных параметрах республиканского бюджета, то прогноз сформирован на основе ожидаемых итогов социально-экономического развития с учетом оценки исполнения доходов в текущем году. В 2020 году прогнозный показатель доходов республиканского бюджета установлен в сумме 8 миллиардов 115 миллионов рублей, расходов в сумме 8 миллиардов 348 миллионов рублей. Дефицит составляет 233 миллиона рублей. Источниками финансирования дефицита предполагаются привлечение кредита от Национального банка Республики Абхазия и других кредитных организаций Республики Абхазия,
пределах 300 миллионов рублей, а также возврат бюджетных кредитов, предоставленных юрлицам из республиканского бюджета, и иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета. В 2020 году планируется направить средства в сумме 97 миллионов рублей на погашение части основной суммы внешнего долга по железнодорожному кредиту. Поступление собственных доходов в структуре республиканского бюджета планируется в сумме 3 миллиардов 369 миллионов рублей. Безвозмездные поступления прогнозируются на уровне 4 миллиарда 747 миллионов рублей, в том числе финансовая помощь Российской Федерации в целях социально-экономического развития 3 миллиарда 247 миллионов рублей и финансовая помощь Российской Федерации в целях бюджетных инвестиций 1,5 миллиарда рублей. По сравнению с 2019 годом предполагается уменьшение российской финансовой помощи в сумме 83 миллиона рублей. Рост собственных доходов республиканского бюджета прогнозируется в объеме 87 миллионов рублей или на 3% по сравнению с 2019 годом. Общий объем расходов республиканского бюджета определен в сумме 8 миллиардов 348 миллионов рублей. Расходы республиканского бюджета распределены в 2020 году по направлениям в соответствии с бюджетной классификацией. Значит, в следующем соотношении. Общегосударственные вопросы 2 миллиарда 22 миллиона рублей, национальная оборона 358 миллионов рублей, национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1 миллиард 438 миллионов рублей, национальная экономика 1 миллиард 974 миллиона рублей, охрана окружающей среды 16 миллионов рублей, образование 383 миллиона рублей, здравоохранение 606 миллионов рублей, культура и искусство, средства массовой информации 317 миллионов рублей, физическая культура, спорт и молодежная политика 69 миллионов рублей, социальная политика 287 миллионов рублей и межбюджетные трансферты 878 миллионов рублей. Проект закона о республиканском бюджете был единогласно утвержден членами Кабинета министров. В соответствии с законодательством документ подвергнут ряду экспертиз, прежде чем он будет принят окончательно парламентом страны. После обсуждения первого вопроса члены правительства рассмотрели проект закона о бюджете Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии. Доходная часть бюджета фонда инвалидов на 2020 год составляет 128 миллионов 337 тысяч. Представленный проект был утвержден единогласно. Далее речь пошла о проекте бюджета фонда репатриации. Доходы бюджета фонда репатриации Республики Абхазия на 2020 год. Они формируются из страховых взносов и платежей во внебюджетные социальные фонды от юридических и индивидуальных предпринимателей, что в общей сложности составляет 69 миллионов 513 тысяч, а также страховые взносы и платежи во внебюджетные социальные фонды от бюджетных организаций Республики Абхазия, что составляет 77 миллионов 551 тысячу 800 рублей. Общая сумма их составляет 147 миллионов 64 тысячи 800 рублей. Кроме обозначенных выше вопросов, также были одобрены проекты бюджета Фонда обязательного медицинского страхования, Фонда социального страхования и охраны труда, Дорожного и пенсионного фондов. Исполняющий обязанности министра сельского хозяйства представил на рассмотрение членов Кабинета министров установленные государством минимальные цены заготовки и реализации цитрусовых плодов урожая 2019 года. Как известно, от этого зависит ставка НДС, так как данный налог взимается на российской границе, исходя из установленных Кабмином цен. 19 рублей 50 копеек за 1 килограмм мандаринов и апельсинов, 20 рублей за 1 килограмм лимонов, 5 рублей за 1 килограмм нестандартных плодов. В завершении заседания члены правительства дали согласие администрации Гудаутского района на предоставление индивидуальному предпринимателю Чамагуа земельного участка в городе Гудаута под строительство гостиницы. Амелия Бисмарк, Алексей Агухава, Дэвид Анкваб, Абхазское телевидение.
Распоряжением премьер-министра Валерия Абганба в связи с кончиной председателя Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, кавалера ордена Леона Агрба Бадри Ивановича под председательством советника министра обороны Гурама Инук создана Государственная комиссия по организации похорон. Прощальная церемония состоится 31 октября в 14:00 по улице Дбар в городе Сухум. Исполняющий обязанности главы администрации Сухума Кан Кварчия подписал несколько приказов о назначениях, сообщается на официальном сайте администрации. На должность начальника жилищного управления администрации города Сухум назначен Рамаз Джопуа. Астамур Матуа назначен управляющим домоуправления номер 3, а Тариел Чамагуа – управляющим домоуправления номер 5. Кроме того, сообщается, что начальник управления образования администрации города Сухум Людмила Адлиба восстановлена в должности решением Сухумского горсуда. В высокогорном селе Псху на месте братской могилы состоялось открытие реконструированного памятника погибшим воинам-защитникам Кавказа во время Великой Отечественной войны. Ремонтно-восстановительные работы были проведены при финансовой поддержке Департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы при непосредственном участии Международного культурно-делового центра «Дом Москвы» в Сухуме, а также Союза граждан России. На открытии отреставрированного памятника побывала наш корреспондент Алика Трапш. Летом 1942 года фашистские войска начали наступление на Кавказ. Сражения на горных перевалах Абхазии, Санчарском, Марухском, Клухорском – один из самых кровопролитных эпизодов Великой Отечественной войны. Тысячи советских солдат и офицеров ценой собственной жизни отстояли победу. И чтобы увековечить память погибших воинов-защитников Кавказа, в селе Псху был открыт мемориальный комплекс. Памятник, которому более 50 лет ни разу не реставрировался с момента открытия. И с каждым годом мемориальный комплекс ветшал, а вместе с ним и памятная доска погибшим воинам. Идея реконструкции памятника появилась 3 года назад у директора культурно-делового центра «Дом Москвы» в Сухуме Зои Баутиной. Первый раз я посетила Псху в 2016 году. И когда я увидела это место, этот памятник, который пришел уже в такое состояние, что требовал ремонта, я поняла, что все эти воины, все эти победители, они остались под этим небом лежать, и только горы им дали это пристанище. И зародилась такая идея вложить свою часть труда, часть стараний для того, чтобы вот этот памятник отремонтировать. Восстановление памятника обошлось в 1 миллион 200 тысяч рублей. Большое содействие в работе оказали главы администрации сел Псху и Сухумского района, директор аэропорта имени Владислава Ардзенба Вячеслав Эшба, общественная организация «Союз граждан России», а также военнослужащие российской 7-й военной базы. В данном случае небезразличие людей говорит о том, что подвиг советского народа в борьбе против фашизма не забыт, как и не забыт героизм воинов-победителей. Я помню, когда этот памятник открывался, еще было 20-летие Победы в 1965 году. Я тогда школьником был еще. Ну, вот, значит, время прошло, но все равно каждый год и праздник 9 сентября, и 9 мая, и все праздники обычно в центре села, у памятника. Всегда люди собираются, помнят, чтят память тех, тысячи людей, которые, значит, не дожили до этого дня. Наша задача, конечно, все это передавать из поколения в поколение, чтобы люди не забывали, помнили. Победа советских войск в борьбе против фашизма была оплачена ценой жизни миллионов солдат и офицеров. Останки бойцов, сражавшихся и погибших за Кавказ, были обнаружены в разные годы в этих местах, в горных ущельях и перевалах. Они с почестями преданы земле в центре села Псху. Однако еще есть немало бойцов, которые считаются без вести пропавшими, и их поиски продолжаются. Алика Трапш, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. В честь 130-летия абхазского революционера, государственного деятеля, наркома земледелия Абхазской АССР Засимабения в Сухуме прошел круглый стол. Во встрече приняли участие ученые, абиги, общественные деятели и родственники Засимабения. Репортаж Саида Джарсаля. В период правления Сталина с конца 1920 по 1950-е годы в Советском Союзе проходили массовые политические репрессии.
Этот страшный период затронул и Абхазию. Множество представителей интеллигенции нашего народа стали жертвами того времени. Один из них был Зосим Николаевич Бения, который внес весомый вклад в установление советской власти в Абхазии. Он руководил гудаутскими большевиками в борьбе против грузинских меньшевиков. Был председателем Гудаутского уездного ревкома. Затем в правительстве Абхазии занимал различные посты. В апреле 1921 года Зосим Бения был назначен Народным комиссаром почты и телеграфов СССР Абхазии. 12 сентября 1921 года вновь назначен председателем ревкома Гудаутского уезда. С 1922 года Зосим Бения руководитель коммунального отдела Гудаутского исполкома, а затем нарком земледелия. Руководил проведением земельной реформы в Абхазии, принимал активное участие в составлении законодательных актов, в том числе земельного, лесного и других кодексов Советской Абхазии. Супруга Зосима Бения, Мария Бахтадзе, работала в дошкольном отделении наркома просвещения АССР. У Зосима и Марии была единственная дочь Зулейка, которую крестила жена Нестора Лакоба Сария. В 1934-1936 годах по стране прокатились первые волны репрессий. В августе 1936 года Зосима Бения обвиняют в пропаганде троцкизма и оппозиционной деятельности. Его отправляют в ссылку, где он отбывает свой срок на рудниках в Усть-Усинском районе в Коме. По некоторым данным, там же и скончался в 1941 году. После смерти в 1957 году Зосим Бения был реабилитирован Верховным судом Абхазии. И только совсем недавно была найдена информация о месте его захоронения. В прошлом году его правнук уже в интернете нашел вдруг его имя, отчество. Оказывается, он в 1943 году в Белоруссии, там были сильные бои под Харьковом. Он участвовал в этих боях, и там написано все, его имя, отчество, откуда он приехал, откуда он призывался. Оказывается, он отдал свою жизнь за родину, он воевал. Участники круглого стола отмечали большие заслуги Зосима Бения перед своим народом, но, по их мнению, для того, чтобы увековечить имя политического деятеля, сделано мало. На встрече также рассказывали о многих интересных фактах из жизни Зосима Бения. К примеру, в связи с переездом в Сухум Зосим Николаевич передал в дар собственный дом в Гудауте местной администрации с просьбой сделать из него детский сад. Просьба была исполнена, а после его смерти улица, на которой находился дом, была названа в честь него. Но спустя время улицу переименовали. Есть места, где можно эту улицу перенести и назвать его именем тот переулок небольшой, там 100 метров, не больше, именно рядом с его домом. И как-то это войдет, знаете, красиво в историю. И люди будут знать, что вот этот человек жил здесь, добровольно отдал свой дом государству, это был подвиг тогда. И вот хотели бы, чтобы именем его назвать школу или детский сад, и чтобы он вошел в историю, чтобы знали, кто такой. Участники встречи отмечали, что имена патриотов, посвятивших свою жизнь служению Родине и народу, таких как Зосим Бения, нужно сохранять в истории и делать все для увековечивания их памяти. Саиджар Салия, Томас Чиковани, Абхазское телевидение. В минувшие выходные в Москве состоялся культурно-благотворительный вечер, организованный фондом Ашана и администрацией ресторана абхазской кухни «Страна души». Все средства, собранные на вечере, пошли на лечение Мирославы Колбая. Подробности в материале нашего московского корреспондента Ноны Кукускер. Культурно-благотворительный фонд «Ашана» год назад расширил свою географию, чтобы привлечь внимание соотечественников, проживающих за пределами Абхазии. За это время в Москве успешно реализовано несколько проектов. На этот раз внести свой вклад в благородное дело вызвалась администрация ресторана абхазской кухни «Страна души». Ресторан расположен в самом центре Москвы на Кузнецком мосту и давно полюбился не только этническим абхазам, но и жителям российской столицы. Здесь теплая и уютная атмосфера и, конечно же, подаются вкусные блюда национальной кухни. Руководство нашего ресторана неоднократно принимает участие во всех благотворительных акциях, которые проводит и фонд Ашана, и Киараз. То есть много добра творят, и потому в данной ситуации мы тоже решили, что будет неплохо и в Москве тоже оставить след именно для детишек, которым требуется эта помощь. Фонд Ашана сейчас занят сбором средств на лечение Мирославы Колбая, которой предстоит сложная операция.
Каждый, кто пришел на этот вечер, внес свой посильный вклад в это благородное дело. Работа фонда «Ашан» организована таким образом, что исключена всякая возможность саморекламы или же коммерции. Это очень важно, сказал единственный учредитель фонда Беслан Шакая. Создал подлинную благотворительность, некую определенную площадку, на которой люди стремятся не какой-то коммерческой какой-то составляющей, не пытаются реализовать свои амбиции, а самое главное, здесь царит задача и цель – это помочь ближнему, тому, которому эта помощь необходима. Вечер, как всегда, вела Эсма Хакба. В первую очередь она отметила тех, кто не пропустил ни одну благотворительную акцию, прошедшую в Москве. Это наши известные соотечественники Тарас Шамба, Олег Барцыц и Беслан Кубахи. Она вручила им картины, которые они приобрели ранее на благотворительной художественной выставке, где были представлены работы, безвозмездно переданные художниками из Абхазии, России и Турции. Сразу несколько картин подарила художница Ия Ашхацава. Это замечательно, что поступило такое предложение принять участие в хорошем деле, полезном деле, которое действительно от сердца к сердцу. И я очень счастлива, что я могу хоть чем-то и как-то помочь. Свои дизайнерские платья, которые пользуются у прекрасных дам огромным успехом, также на безвозмездной основе на одной из благотворительных акций предоставили дизайнеры Расида Лакоба и Мария Сергеевна. За вклад в благотворительность обе девушки были награждены особыми дипломами. В этот вечер дипломы ожидали исполнители музыкальных номеров. Хореографический номер у родника представила невероятно пластичная наша юная соотечественница Мадина Перцхелия. Вокальные номера исполнила студентка музыкального училища имени Кнесиных Лаура Сангуля. Попурри на кавказские мелодии сыграла осетинка Лариса Садикоева, которая по возможности не пропускает события, связанные с жизнью абхазской диаспоры в Москве. Также благодарность получила флорист Ольга Агус, поукрасившая в этот вечер ресторан своими цветочными композициями. Предыдущей нашей акции это была выставка художников «Искусство ради жизни». На этой выставке, которая была в Московском доме национальностей, были приобретены работы. Все вырученные средства, как я уже сказала, были направлены на лечение ребенка. Когда речь идет о благотворительности, никогда не остаются в стороне Мария Гицба и Елена Лолуа. На этот раз Мария Гицба предоставила фонду книги супруга поэта Дениса Чачхалия, а Елена Лолуа приняла самое активное участие в организации вечера. Благодаря благотворительному вечеру, организованному в Москве, собрана вся необходимая сумма на лечение Мирославы Кулбая. За 7 лет своей работы фонд «Ашана» помог 162 детям, и эта работа продолжается. Нона Кукускир для абхазского телевидения из Москвы. Деньги на лечение Мирославы Кулбая собраны. Теперь в нашей помощи нуждается 4-летняя Элина Калинджан. Культурно-благотворительный фонд «Ашан» открывает новый сбор средств. У Элины Калинджан очень тяжелый диагноз, из-за которого она не может полноценно двигаться. В ближайшее время Элине необходимо провести реконструктивную операцию суставов. Ее уже ждут в Ереване, в научном центре травматологии и ортопедии. Эсма Гуланзе продолжит тему. Маленькая Элина – активный и коммуникабельный ребенок. Ей очень нравится познавать мир и играть с другими детьми. Но, к сожалению, из-за своей болезни она лишена возможности резвиться, прыгать и бегать, как ее сверстники. Каждый шаг дается Элине с трудом и приносит недетские страдания. При ходьбе девочка постоянно хромает. Ей сложно поставить ножки в правильное положение, а из-за сильных растяжений в мышцах возникает боль. Она вообще общительная, правда, немножко отстает у нее и речь, разговаривать. Она только ей 4 года, она начала разговаривать. Мама, папа, узнает своих, все, она понимает то, что мы говорим, отвечает как-то. Мы ее понимаем, но чуть-чуть тоже, у нее с речью отстает. А так она общительная, любит играться, любит покушать, по ней видно. Она активная, но ей больно иногда ходить.
стараемся носить на руках, вот выполнять каждый ее каприз. Элина родилась слабеньким ребенком. В первый месяц жизни ей был поставлен диагноз – легкая форма ДЦП. После медикаментозного лечения, нескольких курсов массажа и ЛФК, Элина встала на ноги и понемногу начала ходить. Но именно тогда родители заметили, что малышка сильно хромает. Они обратились к ортопеду, который поставил второй диагноз – врожденная дисплазия и вывих в обоих суставах. Это одна из тяжелых патологий тазобедренного сустава. Если вовремя не начать правильное лечение, ребенок может остаться инвалидом на всю жизнь. Тогда уже мы заметили хромоту, решили дальше посмотреть, сделать рентген. Снимок показал, вот такой вот у нее диагноз – вывих тазобедренных суставов, врожденный с обеих сторон. И вот после этого мы тоже не сидели просто так, лечились, ездили, гипсы ставили ей. Полгода, месяцев 7 она была в гипсе. И тоже безрезультатно. Для того, чтобы Элина смогла полноценно двигаться и не испытывать при этом боли, нужна операция. Девочке необходимо провести срочную реконструктивную операцию суставов. Операция заключается в вправлении открытом вывиха и остеотомии таза и бедренной кости. То есть операции довольно объемные. Если не оперировать, то проблемы будут большие. Девочка будет, во-первых, хромать, во-вторых, с возрастом сустав разрушается. То есть потом операция уже будет заключаться в другом, и они будут более сложные. То есть нужно прооперировать как можно быстрее. И тогда девочка может восстановиться пораньше. Кроме абхазских врачей, девочку также обследовали врачи из России и Армении. Месяц назад культурно-благотворительный фонд «Ашана» совместно с Международным фондом АПСН приглашал одного из ведущих ереванских ортопедов – Авсепа Даниэляна. В ноябре ребенка уже ждут в научном центре травматологии и ортопедии Еревана. Сначала планируется операция на одну ногу, через полгода на вторую. Мы очень надеемся на то, что вся необходимая сумма будет собрана, и Элина получит своевременную помощь. Так как если оказать ей помощь сейчас, то она сможет стать полноценным ребенком, развиваться так же, как ее сверстники. Для того, чтобы у Элины было полноценное детство, необходимо собрать 260 тысяч рублей на 2 операции. Чтобы помочь малышке, можно отправить СМС со словом «Добро» на короткий номер 5050. О других способах помощи можно узнать по телефону 773 50 50 или на официальном сайте КБФ Ашана. Сейчас от нас с вами зависит, как скоро Элина избавится от боли и сможет вырасти здоровой. Эсма Гуланзе, Руслан Орлов, Абхазское телевидение. А сейчас о погоде. По сообщению гидрометцентра, в Абхазии ожидается переменная облачность. Вечером возможен дождь. Температура воздуха ночью +7-13, днем +16-21. Температура морской воды +20 градусов. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.